Друзья, я вас всех приветствую, с вами Артем. Ну что, рассказывайте, как прошло ваше лето? Удалось ли съездить вам на море, либо в горы, увидеться с близкими, родными для вас людьми, или с друзьями? Делитесь вашими эмоциями, впечатлениями у меня здесь, в комментариях под этим блогом. Я с радостью их прочитаю. Ну, а лично мое лето прошло половина в Краснодарском крае, в городе Краснодаре, где я живу, ну и половина здесь, на Северном Кавказе, в республике Ингушетия. Да, лето пролетело практически, в принципе, как и всегда, незаметно. И вот подходят к концу последние летние выходные. Но грустить не будем. И вообще в целом вы знаете, чем примечательно воскресенье в Республике Ингушетия? А тем, что именно в этот день проводится большое количество свадеб. И мне удалось сегодня побывать на одной из таких свадеб. Если интересно, то прямо сейчас подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео, бейте в колокол, чтобы не пропускать мои следующие новые блоги. Начиная с осени мои блоги будут выходить стабильно каждый понедельник, среду и субботу. Ну и иногда, если у меня будет хватать времени, я буду дополнительно для вас что-то рассказывать и показывать, и, конечно же, проводить прямые эфиры. Кстати, подпишитесь на мой инстаграм, там тоже интересно. Ну а прямо сейчас никуда не уходите, оставайтесь со мной. Погнали на свадьбу. Сегодня рано утром я проснулся, надел на себя костюмчик, чтоб сидел, все в самых лучших ингушских традициях. И вместе со своими друзьями, а точнее моим лучшим другом и его братом за компанию отправился в столицу Республики Ингушетия, город Магаз, в дом торжеств под названием Гранд Палас, где и проходила свадьба. Кстати, я уже в этом доме торжеств был в прошлом году, в июне месяце, когда была свадьба у Хамзата Бекова. Можете посмотреть выпуск про ингушскую свадьбу именно со стороны жениха. А в этот раз я попал на ингушскую свадьбу в ресторане со стороны невесты. Но для меня она тоже лично показалась необычной. И сейчас расскажу, в чем именно. В этой жизни я не люблю три вещи. Ну, во-первых, это просыпаться рано утром. Во-вторых, глупых людей. И в-третьих, строгий стиль. Вот с самого утра на меня сегодня надели костюм. Конечно, он на мне сидит, но не люблю я, в общем, строгий стиль, но ингуши очень любят. И да, на свадьбу нужно приходить красиво. И знаете, иногда до смешного доходит, когда я приезжаю со своим другом на какое-нибудь мероприятие здесь, в Ингушетии, то очень часто думают, что я его сын. Вот. Странно, но факты думают, что я Евлоев. И вообще, что я ингуш. Начнем с этого. Пока я не говорю, что здравствуйте, а не ассалам алейкум, да. Меня зовут Артем, и такие все: Артем. Это ты, тот самый блогер. Мы думали, что ты либо брат, либо сын, типа, моего друга. Да, такое часто бывает. Дальше. Надо мной мой друг смеется. Все дело в том, что я на днях сбил себе палец, ноготь. И мне очень тяжело ходить в обуви, даже в кроссовках. И да, вот на мне сейчас вот туфли. Но, слава богу, я их взял с собой, и они очень удобные. Потому что у них, ну, короче, кончик туфлей не заужается, они широкие. И он мне говорит: а что ты мучаешься? Типа, тебе можно в тапках, ты же русский. Тебе, говорит, типа, можно. Я говорю: ты что, с ума сошел, чтоб я в тапках пошел на свадьбу или вообще вышел за порог твоего дома? Не, говорю, я тогда вообще не пойду. Просто ингуши, у них нет такого понятия, знаете, ходить в тапках, либо на босу ногу там надевать сандалии. Ну, в общем, это здесь не принято. Так же, как не принято носить рубашку, которая, например, белая, тонкая и будет просвечиваться. Под такую рубашку они надевают майку. Вот. Я бы так умер, если бы еще майку надевал, поэтому лучше плотную рубашку надевать.
Вот, ну, я иногда нарушаю правила, потому что у меня летние рубашки, они все тонкие. Но в конце концов, я же не ингуш, я же русский. Я здесь в гостях, просто стараюсь уважать все местные обычаи и традиции. Свадьба у ингушей уникальна тем, что она не одна общая, а их целых две. Отдельная свадьба у невесты, где приглашены, конечно же, ее близкие, родные люди, друзья и знакомые. И отдельная свадьба абсолютно в другом месте у жениха, где также со стороны жениха приглашены его близкие, родные, друзья, знакомые, возможно, коллеги по работе, ну и так далее. Почему это происходит? На самом деле все очень просто. Ингуши живут по адатам, по эсделу. Что такое эсдел? Это, ну, можно так сказать, такой свод строгих ингушских законов. Так вот, жених не может, да, увидеть, он должен избегать свою тещу и тестя. И не потому, что они какие-то страшные и опасные, или потому, что там отец будет газовать. Нет, не из-за этого. Все очень просто. Это все из-за уважения, да, жениха к родителям невесты, потому что он забирает их дочь себе. В общем, ну, дальше я объяснять не буду. Несложно догадаться. Это уважение, причем на высшем уровне. Именно поэтому жених практически, да, никогда не увидит, так вот специально не придет в гости к своей теще, к своему тестю, но при этом он не запрещает видеться, да, своей жене, их дочери, со своими родителями, со своими родственниками, близкими и родными. Это все можно. А еще можно делать подарки, там передавать денежки. Это тоже никто не запрещает. Вот, кстати, стоит папа невесты. Выдает свою дочь замуж, да. Встречает гостей. Да, друзья, на ингушской свадьбе со стороны невесты вы не услышите музыки там, где будет проходить свадьба, не увидите горячих кавказских танцев. И хочу подчеркнуть, что ингуши не танцуют в каком-то хаотичном порядке, не дрыгаются под музыку, как на наших свадьбах. У них все очень строго, они танцуют свой национальный танец лезгинку. И действительно это очень красиво. Там парни парят как орлы, а девушки плавают как лебеди. Это нужно увидеть, но это все можно увидеть только на свадьбе у жениха. Там действительно настоящий праздник, и там свадьба действительно играет по полной программе. А почему со стороны невесты все может так показаться грустно? На самом деле я это понял и объясняю тем, что отец и мать, да, ее братья и сестры, которые вместе с ней выросли, отдают ее уже в другую семью, понимаете, и уже не будет все как раньше, они будут меньше видеться, у нее в будущем, да, родятся дети, будет некогда там так часто приходить в гости, и, в общем, семейная жизнь, сами все понимаете, и от этого немножечко становится, конечно же, грустно, я видел там слезы на глазах, но что поделать, главное, чтобы муж был хороший, у невесты, а все остальное ерунда. Насколько мне известно, выдали замуж за Точиева. Я лично знаю, да, Точиевых некоторых. Это хорошая фамилия. Ну и дай бог здоровья и, как говорится, не хочу называть союз браком. Брак — это вообще плохое слово. А крепких отношений. И вот как раз-таки хорошего союза, чтобы с этих крепких отношений появились очень хорошие, красивые, здоровые дети. Дай бог. Конечно, свадьба в ресторане — это очень удобно и практично, но мне бы лично хотелось побывать хотя бы один раз. Я, конечно, ни на что не намекаю. На настоящей домашней ингушской свадьбе, которая будет в простом ингушском дворе. Это было бы интересно поснимать. Надеюсь, что кто-нибудь из вас однажды меня пригласит. В ресторане проще, потому что не нужно там самому готовить, да, семье заботиться за всю эту суету. Не нужно потом убирать. Это все действие происходит быстро, четко. Главное, как говорится, деньги нужно отстегнуть, а все остальное там сделают.
Что касается столов, да, и в целом, чем же кормят на ингушских свадьбах, да, в принципе, ничем не отличается. Единственное, сразу заметно, это вареное мясо, которое нам поставили в центре, но это местное национальное блюдо, которое называется берх. Берх — это такой соус. Его подают, далее мясо отваривают в больших чинах либо котлах, говядину, и вот мясо макается в этот соус и кушается. Очень вкусно. Вот это Саид, брат невесты, которая буквально уже через несколько минут поедет к жениху, потому что за ней уже приехала машина. Там сейчас нужно дать согласие, целая процедура, я рассказывал вам в деталях. Вот, кстати, видите, стоит мужчина, как настоящий ингуш, в сапогах, папахе, в необычном таком костюме. А Саид молодец, старается, парень по всему залу бегает, зал, видите, большой, чтобы следить за порядком. Я думаю, что некоторые мои подписчики, особенно ингуши по своей национальности, задались вопросом: так чья же это была свадьба? У меня от вас никаких секретов нет. Эта свадьба была дочери Лом Али Бидери, потомка пророка Мухаммеда, мир ему. Как я уже сказал, ингушская свадьба со стороны невесты, она не столько масштабная и интересная, как на стороне жениха. Но все же самая интересная и кульминационная часть — это когда близкие и родные со стороны жениха приезжают за невестой. Знаете, что я заметил? Несли, я помню, кортежу много чемоданов. Как мне удалось выяснить, в этих чемоданах лежало все приданное невесте. И вот это приданое должны собрать были, конечно же, родственники. Но жених должен был дать калым отцу невесте. Сколько он ему дал, я не знаю. Вот это уже секрет и дело каждого. Думаю, что достойно. Вот. Самое главное, чтобы молодожены были счастливы, а все остальное — это мелочи. Ну и, конечно же, дальше, через несколько минут, уже к кортежу, к машине стали выводить невесту. Ее провожал, видимо, либо родной брат жениха, либо какой-то близкий родственник. И, как вы могли заметить, у невесты лица было незаметно. Была достаточно такая плотная вуаль, а под вуалью был хиджаб у невесты. Так вот принято, потому что хочу вам напомнить, что в Ингушетии на 99% все жители, да, в исламе, поэтому так положено. И вот парень, который вел невесту, он не держал ее за голую руку, заметили, да, а был приложен платочек беленький, и вот он через этот платочек взял ее за руку и вел к кортежу. В принципе, это была самая интересная часть за все время сегодняшней свадьбы. Вот она, та самая особенность у ингушей. Женщины и девушки сидят отдельно от парней и мужчин. На этой стороне все будут сидеть мужчины, а на другой стороне женщины. А праздник будет посередине. А невесту я не знаю, увижу я сегодня ее или нет. Ну а дальше кортеж вместе с невестой отправились в другой ресторан, в ресторан Али, где невесту уже ожидали близкие, родные, родственники со стороны жениха. И вот как раз таки вся самая интересная часть происходила именно в том ресторане. Но я был уже на подобной свадьбе со стороны жениха, вы можете посмотреть у меня здесь, на моем канале. Я примерно понимаю, что там происходило. Но так в целом мне тоже было интересно побывать на еще одной ингушской свадьбе, только со стороны невесты. Но если вам понравился этот влог, то поставь ему лайк. Обязательно подпишись прямо сейчас на мой канал, у меня интересно. Пишите ваш комментарий, делитесь своим мнением, я с радостью его прочитаю. Ну и я с вами не прощаюсь, я говорю вам до встречи, увидимся в следующем влоге. Это будет уже совсем скоро.
Сейчас вам покажу, куда повезут невесту. В другой ресторан, который называется Али. Вот сюда. Тоже, кстати, один из лучших ресторанов здесь, в республике Ингушетия. Вон там все уже ждут невесты, приезд.